Друзья, мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о военных учебных центрах вузов нашей страны. Друзья, внимание на экран. Организация воспитательной работы в ВУЗе является социально значимым и важным направлением общественного развития. Сегодня воспитательная работа в вузах страны выходит на новый уровень. Совершенствуется досуг студентов и проведение оздоровительных работ. Активизируется творческая и спортивная деятельность. Усиливается профилактика аморального и социального поведения, организуется общественно полезная волонтерская работа. Немаловажным направлением воспитательной работы является подготовка военнослужащих категории офицеров, которая реализуется с 2019 года военно-учебными центрами вузов по всей стране. Однако по стране их сегодня лишь 104. Александр Ильин, проректор СУФУ по воспитательной работе и молодежной политике. С сентября 2022 года при СУФУ создан военно-учебный центр, который стал первым в своем роде в нашей республике. Военный учебный центр является аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, проходить начальную военную подготовку без отрыва от учебы. Может ли военная кафедра полноценно заменить прохождение срочной службы? И справедливо ли получение военного билета по итогам прохождения военной кафедры? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считает, что военная кафедра – это эффективный инструмент по подготовке военнослужащих, в том числе и категории офицеров. Курсантами военной кафедры приобретаются все необходимые компетенции, поэтому получение ими военных билетов по окончании обучения справедливо. Пессимисты считают, что не нужно оценивать прохождение военной кафедры как прохождение срочной службы, потому что это намного легче. Получение военного билета справедливо только по прохождению срочной или альтернативной службы. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним, ну и наоборот. Пессимист, который убедился в их аргументах, перейти к оптимистам. Выбираем зоны. Соответственно, у нас оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, находящийся на острие молодежной политики. Молодой управленец, ответственный за воспитательную работу в головном вузе республики. Александр Ильин. Присаживайтесь. Александр, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы рассказали нам о себе. Как меня представили, Ильин Александр, проректор по внеучебной работе молодежной политики, руководитель аппарата ректора университета. Сам я выпускник университета 2011 года, окончил физико-технический институт по специальности физика-теплоэнергетика. По окончанию, в студенчестве был тоже активистом, работал и в студенческих отрядах, в профсоюзной организации, в студсоветах общежитий, был начальником штаба студенческих отрядов университета. Потом по окончанию в 2011 году был назначен начальником управления студенческим развитием, тем управлением, которое координирует воспитательную деятельность в университете в целом. Потом 4 года проработал. В 2013 году был избран от студенческого избирательного округа депутатом Якутской городской думы. Возглавлял земельный комитет, комиссию по земельным отношениям Якутской городской думе. Проработал главой Октябрьского округа в городе Якутске, заместителем директора муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергия», который занимается теплоснабжением по специальности. А потом, как говорится, стажировка закончилась. Вернулся обратно в университет в 2019 году в качестве проректора по внеучебной работе и молодежной политики. Начнем мы с небольшого блиц-интервью. Соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Так, первый вопрос. Обеспечивается ли должным образом воспитательная работа в университете? Какие новшества вы можете выделить? Конечно, обеспечивается. У нас недавно принят федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон об образовании, где у нас наконец-то появилось понятие воспитания в федеральном законе, которым высшим учебным заведением должны заниматься. Но это не говорит о том, что раньше высшее учебное заведение до вступления в силу этого федерального закона о воспитательной деятельности не занималось, но просто оно было узаконено. И, конечно, на основании нормативного акта были приняты уже свои локальные нормативные акты. Это как рабочая программа воспитания, концепция воспитательной деятельности, и план мероприятий был утвержден по воспитательной деятельности на федеральном уровне. Поэтому система выстроена, механизм уже работающий. И я думаю, с каждым годом у нас он будет усовершенствоваться. И, конечно же,
Самыми такими нашими помощниками, правой и левой рукой нашими являются студенческое самоуправление в университете. Те люди, которые должны работать с молодежью, которым мы должны помогать и показывать, как это делать. С какими главными сложностями вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятельности? Ну, по-человечески скажу, это когда воспитательной деятельностью занимаешься, и, конечно, есть, конечно, среди студентов правонарушения. Вот когда приходится принимать меры по тем или иным правонарушениям, это вот самое сложное в моей работе. Понимает ли общество в достаточной мере, в том числе студенты, важность патриотического воспитания? Ну, патриотическое воспитание – это вот самое такое основное направление нашей работы, именно воспитательной деятельности. И молодежь, вообще люди, понятие патриотика, патриот воспринимают по-разному и понимает по-разному. И поэтому тут надо спросить у самой молодежи, что для них патриотика, что такое патриотическое воспитание и чем оно обуславливается, и с чем ассоциируется это понятие. Проводили краткое такое социологическое исследование, и вот если итоги этого исследования, про итоги рассказывать, то это, конечно, любовь к родине, любовь к семье, любовь к своему селу, любовь к двору своему, гордость за то или иное событие или за гордость за кого-то. Вот это вот патриотика и вот патриотическое направление, оно вот тоже направление такое развивающееся. И оно трансформируется, и понятие, вот по итогам социсследований мы принимаем и корректируем те или иные мероприятия, чтобы довести до молодого человека, ну вообще для населения, что такое патриотизм. Ну, такое направление воспитательной работы, как патриотизм, мы уже затронули. А какие направления воспитательной работы вообще являются ключевыми, помимо патриотизма? Ну, такие направления, как оздоровление, это в том числе и спорт, культурно-творческое направление, развитие олимпиадной деятельности, участие в научных конференциях, волонтерская деятельность. Ну, вкратце, наверное, вот крупным помолом так. А так, если внутрь зайти по каждому направлению, то там поднаправлений очень много. Военные кафедры, которые ранее присутствовали повсеместно, отсутствовали в информационном пространстве длительное время. Почему эти долгие годы в СВФУ не было военной кафедры? Ну, военная кафедра закрылась в 2008 году, если не ошибаюсь. Я еще учился на 3-м курсе, на 2-м курсе даже. И вопросы возникали насчет открытия военной кафедры, возобновления деятельности или открыть военный учебный центр. Поэтому дискуссии были долгое время, лет 10. А потом все-таки вот наконец-то принято решение об открытии военного учебного центра, которого мы ждали долго. Почему военные кафедры было решено переименовать в военные учебные центры? Изменилось ли при этом их наполнение? Наполнение не изменилось. Можно сказать, их стандартизировали по всей стране. Везде они назывались по-разному. Где-то военная кафедра, где-то военные разные структуры были, но было принято решение дать им название военный учебный центр при каком-то университете. Вот так официально сейчас они называются. Как уже сказали, их 104 в нашей стране стало. Итак, Александр, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. А справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что военная кафедра – эффективный инструмент по подготовке военнослужащих, в том числе категории офицеров. Курсантами военных кафедр приобретают все необходимые компетенции, поэтому получение ими военных билетов по окончанию обучения справедливо. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что не нужно оценивать прохождение военной кафедры как прохождение срочной службы, потому что это намного легче. Получение военного билета справедливо только по прохождению срочной или альтернативной службы. Сейчас уже мы, друзья, обращаемся к вам. Скажите, почему вы оказались с той или иной стороны? Чем обусловлен ваш выбор? Ну, давайте начнем со стороны оптимистов. Да, мы согласны с мнением о том, что это дает нам очень большой опыт, тем более, что мы обучаемся на сержанта запаса, то есть младший командирский состав, и тем самым вносим свой вклад в развитие обороноспособности нашей великой страны и, так скажем, повышение патриотического духа среди наших сограждан. Пожалуйста, пессимисты. Я думаю, что у нас большинство служило уже в армии, поэтому мы пессимисты, так кратко говоря. Так. Еще мнение давайте, ребят, послушаем со стороны оптимистов. Какие есть аргументы в пользу того, что, справедливо?
Я считаю, что справедливо по той причине, то, что мы еще берем на себя ответственность того, что еще несем как бы военную службу. Так что в неделю один день мы вкладываем в наше будущее. И считаю, то, что это дополнительная нагрузка. Помимо этого, у вас обязательно должны быть летние сборы в течение длительного Так времени. точно. У нас должны быть летние сборы, которые будут продолжаться 30 дней в городе Благовещенск. Мы будем нести полную службу 24 часа в сутки. В психологическом плане кафедра, вот военно-учебный центр не дает такой эффект, как служба в армии. Вот поэтому я в стороне пессимистов. Считаю то, что служба в армии должна быть вдали от дома, вдали от материнской заботы и должна проходиться чуть дольше, чем 1 месяц. Вот про то, что длится 1 месяц. Ну, по сути, у нас длится 3 года. Ну, 1 день из недели. Но все равно как 3 года будет. Плюс к этому все мы понимаем, что в армии рабочих много. А у нас идет обучение, именно обучение. Мы сидим, конспектируем, изучаем. Все. Ну, то есть у вас больше преобладает такая академическая подготовка. Да. Хорошо, спасибо. Давайте еще мнение послушаем. Пожалуйста. Я согласен с мнением пессимистов. Я сам хочу служить в рядах российской армии, и поэтому выбрал сторону пессимистов. Так. Так. Ну что, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Александру. Давайте начнем с вопросов со стороны оптимистов. Ребята, ваши вопросы. Как вы считаете, востребовано ли обучение в ВУЗе в студентах? Вопрос интересный. Мы раньше думали, что он очень востребован, когда проводили первый прием, вот когда вы зачисляли вас именно. А потом у нас вот сейчас идет второй поток зачисления, уже которые начнут обучение с февраля 2023 года. Но сначала было заявлений много на поступление, а потом в силу обстоятельств, когда началась частичная мобилизация, у нас вот эти заявления где-то испарились, исчезли. Начали забирать обратно, боялись, что ее заберут под частичную мобилизацию и так далее. Но я бы, наоборот, сказал бы тут защиту. Когда ребята учатся в военно-учебном центре, они уже, у них гарантия есть такая, что они не будут мобилизованы вообще. Они должны обучиться. И, как уже ребята сами сказали, это возможность, обучаясь по своей основной образовательной программе, или бакалавриат, или специалитет, получить еще военно-учебную специальность параллельно, обучаясь 1 раз в неделю. Это уже возможность, плюс, чтобы сэкономить свое время. И ну, вот как сами ребята правильно отмечают, что они должны стать тем примером патриотического воспитания, вот патриоты своей страны, и должны всегда показывать своим примером, что надо вот этим заниматься, и мы готовы стать на защиту своей Родины, когда понадобится. Какой человек будет более подготовленный? Те, кто служили в армии, в рядах российской армии, и те, кто учились в военно-учебном центре? Ну, вопрос сложный. Сейчас сходу ответить на этот вопрос навряд ли получится, но тут надо приводить примеры плюсы и минусы, наверное, скорее всего, где плюсов больше, где минусов больше. Но, конечно, служба в рядах российской армии – это год 24 часа в сутки, находясь уже на учебном полигоне или так далее, в военном центре. Это не сравнится с тем, что ребята сейчас проходят обучение в военном учебном центре. Но ребята, тут, которые обучаются сейчас в военном учебном центре, они получают больше теоретическую часть. И когда они поедут в дальневосточный общевоенное училище в городе Благовещенск, они вот эти все знания, которые теоретические получили, они должны там закрепить уже. Конкретно уже там будет уже 30 дней режимный объект, как служба в рядах российской армии. Конечно, тут вот эти вещи сравнивать, скорее всего, нелогично. Служба в рядах российской армии и обучение в военном учебном центре – это разные вещи. Как само общество, то есть наши граждане республики отнеслись к созданию военного учебного центра при нашем университете? Население было очень радо услышать эту новость. И оказалось, что они давно ждали. Когда же возобновится работа военной кафедры, они все думали, что она будет называться как военная кафедра. И до сих пор многие называют ее военной кафедрой. Но когда мы объявили эту новость, получили согласование у Минобороны Российской Федерации, приезжали сюда подполковники с проверкой,
и уже дали добро на открытие военного учебного центра, потому что все требования были соблюдены, и все проверили по инфраструктурной части, по преподавательской части и так далее. И когда мы вот наконец-то объявили, население обрадовалось. Вот эта новость, она начала движение с Якутска и всю республику заполонила за несколько суток, и очень много мы отзывов получили положительных от населения. И поэтому я очень надеюсь на то, что желающих поступить в ВУЗ с каждым годом у нас будет становиться все больше и больше. Очень на это надеюсь, и мы, конечно, будем ВУЗ свой развивать. Если мы в этом году получили контрольные цифры приема, вот места для поступления в ВУЗ 104 места, то со следующего года я очень надеюсь на то, что это количество будет увеличиваться. Пожалуйста, вопрос со стороны пессимистов. У меня есть вопрос. Что из себя представляет обучение в военно-учебном центре? Ну, может, на этот вопрос ребята могут сами расскажут, как они обучаются, что из себя представляет обучение, как курсанты. Ну, давайте начнем с того, что один день в неделю мы приходим в военный учебный центр. День у нас начинается с 8 утра. В 8:15 у нас получается построение, после чего в 8:30 начинается занятие. До обеда у нас проходит 3 пары по 1,5 часа. Это лекции, практика, тактическая подготовка, строевая подготовка, разведывательная подготовка и тому подобное. После чего у нас бывает самоподготовка, во время которой мы изучаем тот материал, который уже прошли, а также можем изучить оружие, которое нам выдается. Оно, конечно, учебное. Разборка, сборка, после чего у нас проходят разные мероприятия разного вида. И под конец дня у нас бывает обычно строевая подготовка. К нему отводится около часа, во время которого мы занимаемся строевой подготовкой. В основном это называется как физическая. Также у нас есть физическая подготовка 2 раза в неделю, среда, суббота. И во время этого, например, как пример приведем то, что одно из заданий в один день было пробежать 10 километров без остановки. Александр Александрович, я думаю, может также дополнить то, что было сказано. Все равно ребята прошли всего несколько месяцев обучения. Их наверняка ждет еще что-то, помимо того, что есть. Да, мы основным из таких важных событий мы ожидаем поступления военной техники. Мы до следующего года, надеюсь, получим БТРы и так далее, вот военную технику. И оружие, конечно же, учебное еще будет пополняться. И, конечно, у них инфраструктура уже готова. Есть свой полигон, свой учебный центр, свой тир. Поэтому все, что необходимо, мы максимально, когда получим, у них уже поинтереснее еще будет. Занятий будет еще поинтереснее, практики будет больше. И поэтому все интересно еще впереди для курсантов военного учебного центра. Поэтому вот ребята, которые сейчас обучаются в УТСе, и у меня лично в планах было потом провести среди студентов разные тактические сборы с вашим участием. Чтобы вы там выступали как командиры отделений и так далее. Помните, раньше в школах были пятидневки. Я так понял, последние годы практикующих районов этого очень мало осталось. Мы проходили пятидневку, когда в школе учились 10-11 классы, и 5 дней, находясь вдали от дома или в каком-то поле, в каком-то отдаленном населенном пункте, мы проходили вот как срочную военную службу. Тот же режим, те же занятия, та же строевая подготовка, та же разборка, сборка автомата и так далее. Вот. Поэтому для студентов, может, мы в следующем году проведем такое мероприятие. Пожалуйста, еще вопросы со стороны пессимистов. После СПО у нас отсрочки нет. И почему мы не можем пройти службу в ВУЗ? ВУЗ у нас функционирует и как и военная срочная служба, все реализуется на основании федерального закона о военной службе. И вот основной регламентирующий наш документ федеральный. И когда вот студент обучается в среднеспециальном учебном заведении СПО, на уровне у нас уровня образования СПО это высшая магистратура, бакалавриат, специалитет, магистратура, там молодому человеку дается отсрочка жизни 1 раз. Вот когда студент обучается в СПО, он уже отсрочку уже использовал, и его имеют право забрать в армию, вручить повестку. Из-за этого вот после СПО военно-учебный центр на основании этого федерального закона вы не имеете права
включаться в ВУЗ. И поэтому в этом году, весной этого года и осенью этого года у нас прием реализуется только вот именно специалитет и бакалавриат. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Справедливо ли давать военный билет за прохождение военной кафедры и почему? Тут военная кафедра – это же те же военные, скажем так, военное обучение, но уже как бы дает статус офицера. И поэтому выдача за обучение военной кафедры, я думаю, что это вполне допустимо. Ну, нормально, я считаю. Год зря не теряют. И как бы плюс молодым людям платят. Ну, мне кажется, нет, это несправедливо. Каждый должен отслужить, я сам служил. Ну и советую, что по военной кафедре должно более проходить специалисты, так как они выпускаются оттуда уже будучими офицерами, они должны более усердно проходить военную службу. Ну, я считаю, думаю, что да. Ну, потому что они как бы все равно этому учатся. Так, кстати, и учатся и автоматы разбирать, все то же самое, по большей части. Наверное, да. Ну, мне кажется, если ты учишься на военной кафедре, то почему бы и нет-то? Справедливо, так как они уже знают основу. Наверняка это предусматривали знающие люди, так что, я думаю, справедливо. Ну, я думаю, да, так как за прохождение, думаю, некоторые люди могут освоить всякие навыки, а также умения. Ну, я думаю, справедливо, потому что они там, как бы учатся и служат одновременно. Ну, я с этим не сталкивался, я не знаю, так отслужил. Да, справедливо считаю. Ну, потому что военная кафедра подразумевает, что тоже некую подготовку. Думаю, нет, потому что там недостаточно обучают, наверное. Не думаю, что это обязательно. Но все же для кого-то это нужно, но я думаю, что это не очень. Ну да, справедливо, потому что, в общем-то, это, насколько я знаю, это обучение военному делу, но в рамках университета. Но, как мы видим из опроса, на самом деле мнений много, но большинство опрошенных считают, что выдавать военный билет за прохождение военной кафедры справедливо. Но давайте поговорим непосредственно о преимуществах. Отдельное обучение в военно-учебном центре и отдельное о преимуществах прохождения срочной военной службы. Давайте начнем непосредственно с обучения в военно-учебном центре. Начнем, соответственно, со стороны оптимистов. Ребята, пожалуйста, какие преимущества вы видите? Мы, как будущие командиры, в первую очередь изучаем уставы воинские, потому что мы должны все это знать на зубок, чтобы защитить не только знать наши обязанности в первую очередь, потом также защитить наших будущих подчиненных, то есть наших солдат. Во-вторых, мы проходим различную тактическую подготовку. Там тактика боя, различные и тому подобное. Инженерная подготовка, разведывательная подготовка и все тому подобное. Мы все это проходим, также применяем это на практике, можно сказать, изучаем теорию саму. Поэтому мы получаем, так скажем, полный спектр военного образования. Мы несем большие риски. Если мы за 2 года не пройдем это обучение в полной мере и не сможем сдать выпускные экзамены, то получится то, что все, все было зря, да. Нам никто не выдаст военный билет. Поэтому мы тоже несем большие риски. Вы, ребят, вы наверняка в любом случае видите, так сказать, смотрите на все объективно, в том числе наверняка видите какие-то преимущества сильности в обучении в военно-учебном центре. Что можно выделить, на ваш взгляд? Я считаю, что в первую очередь это теоретическая часть. Потому что в армии это по специальности. Если ты танкист, то в основном обучаешься по танковой теме. Военной кафедры, может быть, обучают в основном обширно. То есть для командира, для какого-то отдельно морфлота, танкиста или пехота. Я считаю, что если обучаются по обобщенной теме, то это намного лучше, чем по специальности определенной.
Но это более цельное теоретическое обучение, значит, можно отметить. Да. Что еще можно отметить, ребят? Еще думаем, что вот мы у себя дома же можем встречаться с друзьями, там погулять, а там в армии такого не будет. Утром не встаешь в 6, на лысо не бреют. Ну вот. Плюсы на это, говоришь. Аплодируем. Ну окей, с преимуществами военно-учебного центра мы разобрались. В общих чертах обозначили. Давайте теперь поговорим о преимуществах все же прохождения срочной службы. Какие вы преимущества, ребят, видите, которые в военно-учебном центре обучаются? Самое главное это преимущество службы в армии, думаю, это то, что ты находишься 24/7 в мужском коллективе, ты всегда напряжен, и тогда, когда ты рядовой, над тобой все командуют, над тобой все выше. Ты обучаешься дисциплине. Думаю, это один из самых важных плюсов. Вот когда ты год служишь, это всяко лучше для духа твоего, да, чтобы ты окреп, там, характера, закаляешься. 365 дней находиться в коллективе, это тоже надо иметь определенный стержень. Вот. Александр, мы мнение ребят послушали насчет военно-учебного центра и насчет прохождения срочной службы. Какие преимущества лично вы, как руководитель, как проректор, видите при обучении в военно-учебном центре? Самое главное преимущество это в том, что, как я уже говорил, обучаясь по своей основной образовательной программе, по своей специальности, ты дополнительно получаешь военную учебную специальность, обучаясь в ВУЗе. Университет дает возможность обучаться в ВУЗе. Решение молодого человека это пойти учиться туда или нет. Вот выбор за ним. Ну что, ребят, теперь давайте с вашей стороны послушаем, какие преимущества прохождения срочной службы видите вы? Я служил танкистом в Хабаровске, это в учебке полгода. Мы жили в казарме, там было все по уставу. И полгода служил в общих войсках, только там я жил в полигоне. Мы постоянно проводили учения совместно с Индией. То есть разные техники, танки, истребители, там, гаубицы и тому подобное. Там плюс в основном то, что всегда есть практическая часть. Если в ВУЗе есть теория, то там постоянно 24/7, это уже практика. Хорошо. Еще мнение, ребят? Кого есть что дополнить? Там еще тебя бесплатно кормят, одевают и дают спать. Нормально. Обеспечение? Да, обеспечение. Хорошее. А ты сам где служил? Я служил в мотострелковых войсках, Уссурийск. Еще плюс, наверное, то, что вот служба в армии дает в будущем, наверное, трудоустройство в госслужбе. Вот. Возможность трудоустройства? Да, возможно трудоустройство. Хорошо. Александр, мнение ребят опять же послушали насчет военного учебного центра, насчет срочной службы. А какие преимущества вы видите как раз-таки в прохождении срочной службы в армии? Тут я хочу прокомментировать одно насчет трудоустройства на госслужбу. Выпускникам военного учебного центра, как и прошедшим службу в рядах российской армии, это одинаковые вещи. Вот выпускникам тоже дается такая возможность, и у них уже на выходе будут они иметь военный билет. Поэтому имеют право трудоустроиться и на госслужбу, пойти работать в силовые структуры и так далее. Это все тут одинаковое у них. Ребята очень подробно рассказали. Конечно же, это больше практики. Очень правильно отметили дисциплина. Служба в рядах российской армии, конечно же, дисциплинирует человека. Ты учишься ценить свое время, потому что у тебя там свободного времени очень мало. И поэтому 365 дней в мужском коллективе тоже дает, усиливает силу духа, наверное, скорее всего. И появляется, и, конечно же, увеличивать то чувство ценить родных, близких. Поэтому, когда ты вдали от своих родных, от своего родного села, от своего района, от своих родных мест, то тогда, конечно, у тебя ценность еще больше становится, ценность всего этого. Спасибо, давайте поаплодируем.
Давайте обратим внимание также на то, что у нас в стране есть и третий вариант получения военного билета. Это прохождение альтернативной службы. Как вы считаете, собственно говоря, альтернативная служба, какие в ней есть преимущества? И, собственно говоря, как вы считаете, пользуется ли она спросом? Что она вообще из себя представляет? Ну, давайте начнем с этой стороны. Да, думаю, она пользуется спросом, так как многие не хотят служить, именно там куда-то далеко, очень далеко от дома уезжать, там, проходить службу. Но на это должна быть причина, потому там пишешь же заявление, что по такой-то, такой-то причине, может, из-за чего-то ты не можешь, возможности нет проходить воинскую службу. В твоем представлении, что из себя альтернативная служба представляет? Это как работа, думаю. Ну, я особо в подробности не вдавался, я просто слышал от друзей, от знакомых. Говорят, типа, как работа, как У тебя есть работа. знакомые, которые проходили альтернативную службу? Да. Здорово. Так, еще мнение, ребят? Альтернативная государственная служба является конституционным правом каждого гражданина Российской Федерации. И все-таки не каждый человек готов взять оружие в руки, потому что по разным соображениям, религиозным, либо совести. Вот. Для меня альтернативная государственная служба — это, скорее всего, как бы отдать долг родине, но более другим методом. Александр, что вы лично, собственно говоря, можете выделить в альтернативной службе? Как вы к ней относитесь? Что вообще о ней думаете? Ну, если сравнивать службу в рядах российской армии и альтернативную службу, это, конечно, небо и земля. Лучше пойти служить в ряды российской армии. Но альтернативная служба, насколько я знаю, не очень-то у нас пользуется и спросом. Ну, у нас в Якутии, как в субъекте. Вот, поэтому тут ответ однозначно один – это служить в рядах российской армии, чем пойти служить по альтернативной службе. Хорошо, спасибо. Давайте поаплодируем. Ну что, давайте зададимся теперь вопросом. Преимущества различных видов мы уже обозначили. Так может ли военная кафедра, военный учебный центр заменить полноценное прохождение срочной службы? Как вы считаете? Давайте начнем с стороны оптимистов. У нас она заменяет не срочную, больше это как училище, можно сказать. Мы сейчас учимся на командиров отделения, то есть по окончанию обучения мы становимся сержантами запаса. Тоже так же считаем, что она не заменяет полноценную срочную службу, а только определенную ее часть. Александр, вот такой уточняющий вопрос. А может ли пройти студент обучение в военно-учебном центре в том случае, если он по состоянию здоровья не годен к прохождению военной службы? При отборе, когда ребят мы зачисляем в военно-учебном центре, они проходят, во-первых, экзамены по физподготовке. И, конечно же, они проходят медосмотр в военном комиссариате, как и призывники, перед тем, как они уедут служить в рядах российской армии. Конечно, вот если не годен, то он не может поступить никак. Хорошо, спасибо. Александр, какой совет вы дадите нашей сегодняшней аудитории? Военный учебный центр – это возможность для молодежи. У молодежи, у студента появляется возможность выбора. Или я пойду учиться в военный учебный центр, или я пойду служить в рядах российской армии. Вот поэтому это возможность. И хотел бы я пожелать ребятам, рассказывать про военный учебный центр и школьникам, и родителям школьников, чтобы они мы в будущем будем расширять военный учебный центр, контрольных цифр приема, набор у нас все будет больше и больше с каждым годом, и по разным специальностям будем уже набирать. Поэтому про ВУЦ надо рассказывать. И вот хорошая идея появилась работать со школьниками, как пятидневки, уже как командирами, как руководителями этих пятидневок в районы. Проект еще мы это доработаем. Идея хорошая. И отслужившим ребятам, ребята говорят, что обучение в военном учебном центре не заменит, но в то же время надо про ВУЦ тоже рассказывать, и про службу в рядах российской армии тоже надо ребятам рассказывать, как отслужившие приводить примеры, что есть какие минусы, есть какие плюсы. Вот поэтому столько людей, столько и будет мнений, и, конечно, вопрос будет спорный. Но ответ на этот вопрос зависит от самого человека, как он сам воспринимает все это.
Сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним, но и, соответственно, пессимист, который убедился в аргументах оптимистов, может перейти на их сторону. Поэтому окончательно определяемся своей точкой зрения, ну и нужно будет поменять на счет 3. 1, 2, 3. Александр, у вас также есть возможность определить лучшего участника. Кого вам бы хотелось выделить из тех, кто сегодня к нам пришел в аудиторию? Вот со стороны курсантов ВУЦа. Как вас? Вот, хотел бы я его отметить за его идеи, за его креатив и, конечно же, за патриотизм к своему селу и району. Хорошо. Так. Александр, пожалуйста, вам слово. Угу. Ну, как я уже говорил за активность, за креативность, за идею. Маленький презентик, блокнотик с ручкой, посвящению столетию нашей республики. В этом году мы отмечаем столетие нашей Якутской автономной социалистической республики и 125-летие Максима Кировича Амосова, чье имя носит наш Северо-Восточный федеральный университет. Спасибо. Аплодируем. Пожалуйста. Ну и тебе буквально пару слов. Представься, расскажи о себе немного. Я Афанасьев Дасхан Анатольевич из Сунтанского вуза, студент Северо-Восточного федерального университета, также курсант 221 учебного взвода. Я по гражданской специальности политолог, учусь по направлению государственной политики и управления. Всех мы приглашаем подняться на наш подиум для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом. Пожалуйста, ребят, поднимайтесь сюда. Это была программа «Я молодой». С вами были ее ведущие Лена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Ну, формат интересный. Ну и, конечно, вопрос очень интересный. Один ответ на этот вопрос найти вряд ли получилось бы. У ребят, у курсантов ВУЦа и отслуживших, конечно, они остались при своем мнении. И поэтому ответ на этот вопрос зависит от самого человека. Как он воспринимает это и что он ценит в этом каждом из форм обучения или службы. Поэтому хотел бы призвать всех побольше рассказывать о военном учебном центре. У нас по стране их только 104, и он будет развиваться, специальности будут уже другие. Потом мы надеемся на то, что получим контрольные цифры приема по офицерским званиям. Пока мы обучаем рядовых, и поэтому в дальнейшем будет очень престижно учиться в военном учебном центре.